В Казахстане запустили специальные курсы по подготовке судей. В стране проводится реформа судебного образования. Главные критерии для служителей закона – профессионализм, добросовестность и честность. Сколько длится период обучения и кто может претендовать на такую должность, расскажет Асель Русалиева. Юрист с 30-летним стажем Айжамал Мунжасар снова за партой. Адвокат успел поработать следователем в прокуратуре и нотариусом. Но даже с таким опытом нет гарантии, что станет судьей. Отбор жесткий. Несколько этапов надо пройти. То есть ты проходишь тестирование, экзамен сдаешь, потом эссе пишешь, кейсовые задачи решаешь. На занятиях попробовать себя можно в роли судьи, прокурора и истца. Курсы интенсивные. Свою квалификацию в одном из направлений судопроизводства подтягивает всего за месяц. Приведу такой пример. Нотариус, который всю жизнь работает в сфере гражданского права, гражданского процесса, может иметь сложности с уголовным правом. Он поступает на референдиат по уголовному праву и добирает все те навыки, умения, которые ему могут пригодиться уже в должности судьи. Главное, что курсы дают шанс опытным специалистам пройти отбор на должность судьи. Раньше для этого надо было обязательно иметь диплом магистра Академии права или сдать экзамен в Высшем учебном совете. Кроме этого, в судебном образовании сейчас проводят и другие реформы. В этом году мы будем открывать новые направления подготовки, в числе которых подготовку через референдиат, повышение квалификации действующих судей по индивидуальным запросам. В магистратуре мы усиливаем практический аспект подготовки. Очень много различных других направлений, которые мы будем в этом году улучшать. Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил внимание к тщательному отбору судебных специалистов и повышению их квалификации. Важно, чтобы судьи были эталоном кристальной честности, беспристрастности и справедливости. Поэтому огромное значение имеет соблюдение судьями этических норм. Недавно вступили в силу поправки, согласно которым все грубые нарушения законности при рассмотрении судебных дел теперь проверяются судебным жюри. Это новый подход, нацеленный на повышение дисциплинарной ответственности судей. Все эти меры – часть реформ, начатых президентом для улучшения системы отправления правосудия и повышения доверия граждан к судам. Асель Русалиева, Рахат Успанов, Дархан Ержигитов, Мир 24.